Чем раньше ребенок начинает осваивать интеллектуальные игры, тем лучше, считают специалисты. Знаменитый советский педагог Сухомлинский как-то сказал, что без умственных тренировок нельзя представить полноценного воспитания способностей и памяти. Шашки учат детей быть более внимательными, запоминать, анализировать, делать выводы и прогнозы. Интеллектуальные игры развивают логическое и аналитическое мышление. У детей вырабатывается сила воли и усидчивость, уравновешенность и спокойствие. Отрадно, что шашкам в Сибае уделяется должное внимание. Я бы хотел, чтобы они играли неторопливо, чтобы прежде чем сделать ход, подумали и сделали обдуманный ход. Вот как в игре «Как стать миллионером», чтобы продолжить игру, надо дать правильный ответ, после этого продолжаешь игру. То же самое в шашках, только сделав правильный ход, продолжишь игру на выигрыш. Мне хотелось бы, чтобы дети обращали внимание на правильные выигрышные ходы, думали. Вот пока наши дети играют, в общем-то, торопливо, не думая. Над этим надо работать. Турнир по русским шашкам среди детей дошкольного возраста проводится в Сибае уже 4-й год. С каждым разом участников в нем становится больше, что говорит о популярности данного вида спорта. Сначала маленькие спортсмены соревнуются у себя в детском саду. Потом лучшие определяются среди нескольких дошкольных учреждений. Ну а абсолютные победители выходят на городской уровень. В этом году в финал вышли 16 участников. Они состязались в 2 возрастных группах. С 5 до 6 лет победителями стали Искандер Ахметов, Арина Стах и Рената Мухамбаева. Из детских садов Акбузат, Белоснежка и Курай. Среди участников старше 6 лет призовые места заняли Юлай Шарафеддинов, Артур Ямалединов и Ролан Гарифуллин. Из детсадов Березка, Теремок и Белоснежка. Юные шашисты удостоились поощрительных призов, почетных грамот и медалей. Елена Афанасьева, Гульхамитова, Радмир Сингулов, Любовь Карпова, телекомпания СТВ.